Приближается один из самых значимых праздников – День Победы. В этом году наравне с Россией Южная Осетия будет отмечать 75-летний юбилей Великой Победы. К сожалению, в связи с пандемией коронавируса масштабные празднества отменены. Из-за карантинных мер закрыты двери и Национального музея, где ежегодно проходят различные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и выставки. Однако сотрудники музея все же открыли экспозицию, посвященную героям и участникам Великой Отечественной войны из Южной Осетии. Здесь у нас участники Великой Отечественной войны. Естественно, здесь не все 20 тысяч, но очень малая часть из них. Сюда очень часто приносят фотографии своих дедов и прадедов, и чтобы как-то увековечить их память, мы сделали им маленький стенд. Естественно, не вместить все эти 20 тысяч человек, но мы как-то стараемся, чтобы никого не обделили, потому что с каждым годом этот стенд меняется, то есть меняются лица. Фотографии и награды героев, участников Великой Отечественной, их письма с фронта, образцы военной техники и вооружений периода Второй мировой и многое другое представлены на экспозиции. Кроме этого, выставлены картины остинских художников, посвященные Отечественной войне. Среди них работы великого Махарбека Туганова, Бориса Санакоева и других выдающихся художников. На полотнах изображены герои Великой Отечественной войны, самые яркие события огненных 40-х. Один из ярких личностей Великой Отечественной войны также является герой Советского Союза Мамсуров Хаджи Умар Джиорович. Он был известным разведчиком, подпольное его имя Ксанти и Фебер. О нем написал книгу Эрнест Хемингуэй «По ком звонит колокол». Эта книга была посвящена Мамсурову, потому что он был его другом. И все эти рассказы, которые он рассказывал Эрнесту Хемингуэю, потом легли в основу этой книги. Также его называли отцом ГРУ, потому что он один из первых людей, который организовал именно разведческую деятельность. У нас 34 героев Советского Союза. Уроженцами Республики Южная Осетия являются 8 из них. Первый герой Советского Союза это у нас Кочев Константин Георгиевич. Он активно принимал участие в освобождении Керчи, в Севастополе, Одессы. И, как известно, он первый человек, который придумал взрывать на ходу с катера вражеские подводные лодки. И эту операцию назвали «Джигитовка над минами». Национальный музей Южной Осетии является главной достопримечательностью столицы. В 2015 году он обрел новое помещение в центре столицы и был торжественно открыт. Музейным фондом в годы грузинской агрессии был нанесен невосполнимый ущерб. В числе пропавших экспонатов числится икона «Оконский триптих», которая сейчас находится в Грузии. Многие годы Южная Осетия поднимает вопрос возвращения триптиха на родину на международных площадках, но пока что безрезультатно. Эльвира Тебилова, Заур Устаев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.